Сколько ни бейся, а желание скоротать путь и выйти на тонкий лед всегда в человеке было. И, к сожалению, часто это оборачивается трагедией. С начала этого года в Якутии утонуло 4 человека. Последний подобный случай произошел в Верхнеколымском районе. Там под лед ушел мужчина, отправившийся на рыбалку на снегоходе. В северных реках уже начинают открываться переправы, но между тем, в Центральной Якутии, если взять под городом Якутском, на реке Лена, только лед встал. Поэтому идут информация о том, что люди там пешком ходят. Вчера была информация о том, что машины вроде там проезжают. Но это самый такой опасный период. Когда все-таки техника, но в том числе на северах это бураны, могут они утонут. Хотя лед в 204-м микрорайоне уже достаточно крепкий для того, чтобы он выдержал и хивус, и человека. На нем машинам сюда категорически запрещено въезжать. Это не официальная переправа. Помимо того, что любители экстремальной езды понапрасну рискуют жизнью, это считается административным правонарушением и карается штрафом. Чтобы предупредить о последствиях и напомнить о правилах безопасности, весь ноябрь инспекторы ГИМС проводят рейды. Регулярно патрули дежурят у станции Намыв в Якутске. И все не зря. Сегодня комиссия поймала 3 нарушителей. Мы проводим такие мероприятия, очень часто будем проводить, так как ближайшая переправа будет готова только к началу декабря этого года. Предупреждаем непосредственно транспортных средств водителей о том, что есть административная ответственность от 3 до 5 тысяч рублей на физическое лицо, на должностных лиц 20 тысяч до 50 тысяч рублей, а на юридическое лицо от 100 тысяч до 1 000 000 рублей. Выходить на лед, а уж тем более передвигаться на транспортном средстве в несанкционированных местах чрезвычайно опасно. Сейчас в республике действуют 3 официальные ледовые переправы в Верхневилюйском, Жиганском и Оленёкском районах.